Здравствуйте, с вами передача «Акцент», и сегодня мы поговорим о бренде, сделанном в Якутии. У нас в гостях руководитель департамента пищевой промышленности Минсельхоза Якутии Василий Афанасьев. Здравствуйте. Добрый день. Василий Владимирович Афанасьев, руководитель Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха-Якутия. Окончил Намскую улусную гимназию имени Хлопкова в 1998 году. В 2007 году окончил биолого-географический факультет ИГУ имени Амосова. С 2011 года работал первым заместителем главы Хангаласского улуса. В 2016 перешел работать в Министерство сельского хозяйства Якутии. В Минсельхозе Якутии происходит большой проект, реализация его. Зачем он создан? Что такое сделано в Якутии? Ну, вообще, проект, он не только минсельхозовский, это должен быть проект общий республиканский, можно сказать так, да, и каждое министерство, оно должно, как бы сказать, вложить частичку в данное поручение главы республики о создании единого бренда, сделанного в Якутии. То есть у нас должен быть такой, как бы сказать, знак качества, да, как раньше был ГОСТ, да, ну, сделано в Якутии. То есть если люди слышат данное словосочетание, они должны думать, что это уже продукция высокого качества, и это тот бренд, которым республика дорожит. Вот, ну, разработка самого товарного бренда, она требует очень больших, как бы сказать, вложений, да. Там каждое предприятие, которое выпускает тот или иной определенный товар, для получения логотипа, сделанного в Якутии у себя на этикетке, оно должно пройти определенный контроль производства товара. Да? Вот именно по контролю. Вот. Начиная от сырья и заканчивая выпуском готовой продукции. В этом отношении у нас на сегодняшний день еще, ну, к сожалению, в республике нету специализированных лабораторий, которые бы проводили данный контроль. Это я говорю в части пищевой продовольственной продукции за ту отрасль, которую я отвечаю. Вот, ну, мы сейчас планируем создать данный центр. Да. Такие центры мы изучали опыт работы в Татарстане и Башкирии, да, ведущих агропромышленных регионах Российской Федерации. Вот. И по подобию мы хотим создать лабораторию контроля качества, ну, называется Центр испытаний, да, у нас в республике. Но, к сожалению, у нас финансирование стоит 18-19 годы, поэтому для того, чтобы мы не ждать реализации данного проекта, не ждать создания лаборатории, мы решили создать, ну, и разработали торговый бренд, сделанный в Якутии. Это два разных бренда, получается? Да, ну, это два разных понятия. Товарный бренд — это если вы сделаете, ну, размещаете словосочетание «сделано в Якутии», да, торговый знак на товаре, то есть на там, молоке, там, на мясе, да, мясных продуктах, на напитках и тому подобное. Торговый бренд, он служит для того, чтобы объединить товары в одну группу, чтобы они, допустим, вот когда ты в магазин приходишь, супермаркет, гипермаркет, они выделялись. Вот. И под торговым брендом «Сделано в Якутии» мы как раз-таки собираем местных товаропроизводителей и размещаем их на специальных полках, которые разработаны в фирменном стиле, да, ну, узнаваемы. И люди, когда приходят, они на этих полках должны выставляться только продукция местного производства, которая, ну, на сегодняшний день является очень востребованной. А контроль качества будет происходить как СРО или каким-то другим? Потому что если начинать, то, наверное, нужно начинать с качественных товаров. На сегодняшний день? Да. На сегодняшний день каждое предприятие, которое занимается переработкой сельхозпродукции, оно имеет свою лабораторию. Может быть, она не такая оснащенная, как ну, лаборатории ветеринарной службы и Роспотребнадзора, но первичные анализы они проводят. Потом готовую продукцию, которая произведена, они обязательно перед тем, как выйти в продажу, проходят контроль качества вот именно в сертифицированных лабораториях, это ветеринарной или Роспотребнадзора, там по договору. На данный момент сколько видов продукции уже может претендовать на титул бренда, сделанного в Якутии? Ну, в рамках
торгового бренда вся выпускаемая продукция, она может быть размещена на постоянных специализированных полках. А в рамках товарного бренда вот на сегодняшний день я могу сказать, что это всего лишь несколько видов продукции могут претендовать и пройти контроль, чтобы получить это гордое, как бы сказать, название «Сделано в Якутии». А есть ли какая-то ориентация на экспорт или это только внутренний потребитель? Ну, тут зависит от вида продукции. Допустим, мясная и молочная продукция, она в основном ориентирована на внутренний рынок, потому что у нас есть цель продовольственной безопасности, да, обеспечения, то есть мы должны обеспечить основными видами продукции местное население. И только при том, что у нас будет излишек, мы можем его экспортировать. Другое дело, допустим, что касается дикоросов. Дикоросов у нас очень большой потенциал, который на сегодняшний день мы практически в этом отношении не работаем. Да. Те производители, которые у нас на сегодняшний день на рынке есть, допустим, вот по сиропам, да, Кюн, они заняли практически всю нишу республики. То есть для того, чтобы предприятию сейчас дальше развиваться, ему обязательно надо выходить, во-первых, на другие регионы, а во-вторых, уже на экспорт. В этом отношении мы сейчас как раз-таки в рамках проектного управления работу ведем. То есть это не будет только пищевая промышленность. Ну, имеется в виду, в Якутии производит довольно-таки большое количество товаров. Это, опять же, мамонтовая кость. Ну, общие ювелирные изделия, да, товары, допустим, которые мы производим, даже тот же цемент, да, тот же базальт, который мы производим, это при прохождении определенного контроля качества эти бренды, эти предприятия, эти товары могут получить, войти в проект, сделанный в Якутии, который будет общереспубликанский. Ну, это фактически свой определенный ГОСТ. Да. ГОСТ, который у нас определен внутри республики. Я думаю, что уровень этого ГОСТа должен, уровень этого бренда должен подняться так, чтобы когда в другие регионы мы будем поставлять свой товар, независимо это будет пищевая продукция или там ювелирные изделия, чтобы люди понимали, вот так же, как на сегодняшние бриллианты, да, на сегодняшний день, если мы говорим якутский бриллиант, это уже бренд. Вот тоже должно быть сделано в Якутии. Любую продукцию, которую мы вывозим за пределы нашего региона, если оно имеет бренд «Сделано в Якутии», то это должен быть бренд. Вы сказали, что только несколько видов товаров проходят под сертификат фактически, да? Ну, в чем, наверное, сложность? Могут пройти да, на сегодняшний да. день. Вот что нужно предпринять республике, чтобы уровень соответствовал мировым эталонам и тому, чему мы хотим сами? Тут, на мой взгляд, должна проводиться широкомасштабная работа в части полной модернизации материально-технической базы в первую очередь. Да? А во-вторых, должна работа проводиться в части кадрового потенциала. То есть, допустим, как пример скажу, у нас по республике очень мало специалистов, инженеров, холодильщиков. Хотя оборудование практически в каждом населенном пункте у нас есть оборудование, которое перерабатывает молоко, и молочные продукты, они должны храниться в холодильниках. Да? Вот. По всей республике у нас где-то около 400 организаций занимаются переработкой молока. В каждом населенном пункте у нас есть маслоцеха, там перерабатывающие пункты, у которых есть холодильники. Вот по настройке этих холодильников в республике можно там по пальцам пересчитать инженеров-холодильщиков, которые могут проводить технически нормальную работу для того, чтобы настроить эти холодильники, там, проверять их, техосмотр проводить, техобслуживание проводить. Таких вот специалистов у нас совсем мало. Вот в этой части, на мой взгляд, мы должны сейчас вести работу о том, чтобы у нас были очень хорошие технологи, которые бы помогли сельским населенным пунктам, да, перерабатывающим организациям настроить свое оборудование. Во-первых, есть у нас такая еще проблема, то, что не все предприятия, которые хотят заниматься переработкой, знают свои мощности, да, знают свою логистику, знают этот, и в большинстве случаев из-за этого они покупают не то оборудование, которое необходимо. Вот и в этом отношении вот как раз-таки работа технологов, которые будут в центре испытаний, они должны проводить всю консультативную работу. Очень много у нас товаров, которые приходят в республике на сегодняшний день, как бы сказать, не контролируются. Да? То есть у нас, мы называемся как Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики. Вот сельское хозяйство у нас для собственного потребления мы обеспечиваем только на 26%. Это в общей массе. А
в какой-то части, допустим, по там, овощам, по картофелю больше, да, по молоку меньше, но в общей сложности, если посчитать, 26%. Вот остальные 74% у нас продовольственная политика. Вот в этой части, получается, практически на сегодняшний день работы нету в части проверки ввозимой продукции. У нас очень много ввозится контрафакта, фальсификата, да, которые могут быть дешевле по стоимости, но по качеству они, ну, как бы сказать, гораздо хуже. Да? И заботясь о нашем поколении, да, возрастающем, о здоровье нашего населения, мы как раз-таки должны в том числе проверять и ввозимую продукцию, особенно те, которые поставляются в закрытые социальные и бюджетные учреждения. Теперь коротко, вот на данном этапе реализации проекта, где мы можем увидеть вот бренд, сделанный в Якутии, и как это визуально выглядит? Ну, первый этап у нас начался 1 июня, да, у нас первые 3 сети вошли в этот проект и открыли первые магазины в рамках проекта «Сделано в Якутии». Это гипермаркет «Айгуль», это супермаркет «Алмаз», который находится на Каландрашвили, да, и это магазин якутского хлебокомбината. То есть мы выбрали разные категории торговых точек, да, то есть это гипермаркет, супермаркет и маленький магазин, чтобы посмотреть, как в них будет реализовываться. На сегодняшний день успехи очень хорошие, и местная продукция очень востребована, и мы, как бы сказать, делая рекламу бренда «Сделано в Якутии», способствуем тому, что в этих магазинах количество местной продукции реализуется гораздо быстрее и в объемах больше. Вот, что отмечают сами магазины, мы каждый четверг делаем контрольный обход, проверяем на полках магазинов те группы товаров, которые должны быть, да, по срокам проверяем, по качеству проверяем и по поставщикам проверяем. Вот, и каждые 2 недели мы в рамках данного проекта все участники собираемся и обсуждаем те проблемы, которые там возникают со стороны поставщиков, со стороны сбытовиков. Вот, второй проект у нас на 18 июля будет открытие, да, там уже у нас больше 10 магазинов хочет войти в этот проект, да, и мы думаем, что дальше в августе 3-й этап, в сентябре 4-й этап, с каждым разом будет, ну, как снежный ком, все больше и больше магазинов входить в данный проект. Большой плюс в том, что наши поставщики также на сегодняшний день очень активно вошли в этот проект, и на сегодняшний день все производители молока, мяса, которые находятся недалеко от города Якутска, они изъявляют желание войти в этот проект для того, чтобы поставлять свою продукцию в эти супермаркеты. На сегодняшний день перед нами стоит задача и перед республиканским сбытовым кооперативом «Сахагропродукт» о том, чтобы решить вопрос НДС. Потому что наши мелкие предприятия в силу своей формы, они не платят НДС, а все крупные сети, они практически НДСники. И в рамках этого у нас получается себестоимость, продажная стоимость нашего товара, она резко возрастает. Вот мы сейчас имеем несколько, как бы сказать, решений этого вопроса, и которые прорабатываются. Я думаю, что до конца этого года вопрос НДС мы постараемся решить. Ну, думаю, это очень благое начинание. Спасибо, Василий Владимирович. С вами была передача «Акцент». Я Николай Борисов.